Имя Сидхали Мендешева, одного из первых партийных и государственных деятелей Казахстана, занимает почетное место в истории нашей республики. Получив из рук Ленина мандат, Мендешев в числе немногих видных революционеров стал работать в казахской степи, создавая условия для создания республики. Мендешев родился в семье бедняка в 1882 году в Уральской области. После окончания русской учительской семинарии он занимается просветительской деятельностью в аулах и селах Букеевской степи. Юноша, устанавливая связь со ссыльными большевиками, включается в активную борьбу с самодержавием. За революционную агитацию и участие в восстании 1916 года Мендешев был арестован и заключен в тюрьму. После освобождения царские чиновники исключили его из учительского сословия и лишили права поступать в государственные и общественные учреждения. В период февральской революции 1917 года Мендешев принимает непосредственное участие в ликвидации местной царской администрации и полиции в поселке Новая Казанка. В 1918 году он вступает в РКПБ. 4 октября 1920 года в Оренбурге открылся первый всеказахстанский учредительный съезд Советов. Он явился исторической вехой в жизни советского Казахстана. Съезд торжественно провозгласил образование Казахской АССР, избрал Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров республики. Председателем первого ЦИКа стал Сидхали Мендешев. В начале января 1921 года ЦИК РКПБ проводит всероссийское совещание коммунистических организаций народов Востока. В нем приняли участие и представители Казахстана. В их числе находились Джангельдин, Мендешев, Сейфуллин. В июне того же года в Оренбурге состоялась первая казахстанская областная партийная конференция. На этой конференции Мендешев является одним из основных докладчиков. Конференция избрала первый республиканский руководящий партийный орган в составе Авдеева, Асылбекова, Джангельдина, Коростелева, Костылевской, Мендешева, Мурзагалиева, Раду Зиньковича, Струппе и других, всего 11 человек. Находясь на высоком посту первого президента Казахской республики, Сидхали Мендешев проявил большой организаторский талант, широкую эрудицию, умение по-государственному решать важнейшие вопросы. А их было в тот период много. Требовалось осуществить крупные мероприятия по подготовке условий к ликвидации хозяйственной отсталости, организовать помощь продовольствием центральным районам России, ликвидировать остатки белогвардейщины на территориях Казахстана и Сибири, выкорчевывать корни буржуазно-националистической Алаш-Орды. Также наладить жизнь вновь вошедших в состав республики северных и южных областях Казахстана, проводить политическую работу среди беднейших масс села и аула, мобилизовать их на борьбу против баев-феодалов, закладывать первые очаги социалистической культуры, проводить советизацию казахского аула, окончательно раскрепостить казахскую женщину и так далее. Во всех этих больших делах Мендешев в качестве руководителя высшего исполнительного органа власти Казахстана Республики сыграл большую роль. На ответственном посту председателя КАС-ЦИКа Сидхали Мендешев находился в 1920-25 годах. После этого он работает в экономическом совете РСФСР. В 1930-33 годах Сидхали Мендешев возглавляет ученый комитет при КАС-ЦИКе. Жайка Генч Бектуров в своей статье «Первый председатель», вышедшая в газете «Индустриальная Караганда» в 1967 году, писала: «Мне в тот период часто приходилось встречаться с Сидхали Мендешевым.
Я работал в краевом комитете ВЛКСМ и до сих пор помню его обаятельную улыбку, с которой он встречал нас, комсомольцев. Он всегда готов был дать совет, оказать поддержку. Наш Сейдаке, с уважением говорили о нем как руководящие партийные советские кадры, так и молодежь. Человек с огромным жизненным опытом Сейдхали Мендешев отличался чрезвычайной скромностью, трудолюбием. Летом 1934 года Пленум Казахского крайкома ВКПБ принял специальное решение о посылке 2 бригад крайкома партии, одну в западные, другую в восточные отдаленные кочевые и полукочевые скотоводческие районы республики, которые в большой мере испытывали экономические трудности. Бригады в восточные районы возглавил член президиума КАСЦИКа Сейдхали Мендешев. В ее состав входили известный ученый-педагог, переводчик, литератор Жолдыбаев, журналист-редактор журнала «Народное хозяйство Казахстана» Павлов, ныне доктор экономических наук Толыбеков и от Краевого комитета комсомола Жаик Бектуров. Бригада, возглавляемая Сейдхали Мендешевым, должна была провести работу в течение 2 месяцев по проверке правильности использования государственной, продовольственной и материально-технической помощи населению и по подготовке конкретных предложений для хозяйственного укрепления отдаленных животноводческих районов. Наша бригада в течение июля, августа и первой декады сентября 1934 года побывала в Абралинском, Шубартауском, Коунрадском, Шецком, Каркаралинском, Кувском и Баянаульском районах Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей. Во время нашей работы Мендешев не допускал никаких шумных и парадных приемов, останавливался в любой бедняцкой юрте. Его отличало умение говорить и спортивным активом, и с чабанами, говорить просто и понятно. Отдельные промахи своих товарищей и местных работников он мог исправить одним умным замечанием. Имя его в Центральном Казахстане было очень популярным. Достаточно сказать, что в 20-е годы нынешний Гейнебулакский район именовался Мендешевской волостью, писал Жаик Бектуров в своей статье «Первый председатель». Побывав во многих районах Центрального Казахстана, Сейдхали Мендешев детально обследовал состояние животноводства, перспективы землеустройства, развитие земледелия, вопросы использования пастбищ, кропотливо изучал нужды и запросы населения. В то время вышеуказанные районы в смысле телеграфной и телефонной связи, транспортного сообщения, государственной и кооперативной торговли, культурного обслуживания действительно были оторваны от экономических и культурных центров. Именно поэтому комплексное обследование экономического состояния отдаленных районов представляло задачу первостепенной важности. Прелести и огорчения бесконечных разъездов на стареньком фордике, телеге, верхом на лошадях по бескрайней еще не тронутой ковыльной степи, Прибалхашья, Каркаралинским, Шубартауским и Баянаульским горам до сих пор не изгладились из моей памяти, вспоминал Жаик Бектуров. Той же осенью я побывал по делам службы в Западно-Казахстанской области. Когда приближался к концу срок моей командировки, в начале декабря в Уральск приехали Сейдхали Мендешев и заместитель КАСЦИКа товарищ Заваритько. Здесь проходил областной съезд советов. На нем выступили Мендешев и Заваритько. Областные газеты опубликовали доклады и портреты обоих старейшин. В эти дни страна тяжело переживала смерть Кирова. Сейдхали Мендешев, лично знавший Сергея Мироновича, близко принял к сердцу его безвременную гибель и поэтому несколько дней носил траурную повязку на рукаве, писал Жаик Бектуров в своей статье «Первый председатель». В
1930-37 годах Сейткали Мендешев был наркомом просвещения КССР, председателем комитета по науке, начальником управления Совнаркома КССР по охране заповедников и памятников. Тогда же он возглавил чрезвычайную комиссию по борьбе с голодом в Казахстане, участвовал в работе комиссии по национально-государственному размежеванию республик Средней Азии, делегат 5-го конгресса Коминтерна, член Астраханского общества взаимопомощи, объединяющего прогрессивный опыт учительской работы. Осенью 1937 года угроза нависла над Сейткали Мендешевым. 27 сентября Алматинский горком КПБ Казахстана исключил его из членов ВКПБ как врага народа. 25 февраля 1938 года он был обвинен в принадлежности к буржуазно-националистической организации и японской разведке и приговорен к высшей мере наказания – расстрелу с конфискацией имущества. 7 декабря 1957 года этот приговор был отменен. Дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Сейткали Мендешев был реабилитирован определением ВК-ВС СССР. Мендешев оставил значительное литературное наследие. Список опубликованных им статей и докладов насчитывал около 40 названий. Имеется свыше 2 десятков исторических работ, статей и воспоминаний, в которых нашли отражение жизнь и деятельность Сейткали Мендешева. Его именем названы средняя школа в Жанакалинском районе, улица в Алмате и в Нур-Султане. В этом году исполнилось 140 лет со дня рождения Сейткали Мендешева. Он был честным, принципиальным коммунистом и интернационалистом в высоком смысле этого слова, писал Сабит Муканов в своей книге «Школа жизни», характеризуя верного сына казахского народа Сейткали Мендешева.